Эта помощь будет оказываться одиноким людям, 65+ возраст и маломобильным. Пожилые люди в особой группе риска. В штабе ОНФ открыта горячая линия в период карантина. Будут приниматься заявки на оказание помощи волонтерами. Вот этот шум ветра, который создает под крыльями, вот ветер рвется, создается вот этот шум, он был похож на шелест такой метлы, поэтому их называли ночными ведьмами. Легендарные летчицы по прозвищу «Ночные ведьмы». Расскажем, почему их так назвали и как они отличились в ходе Малгобекской оборонительной операции. Посадить дерево в память об уроженцах Ингушетии, не вернувшихся с фронта. В регионе планируют провести акцию «Сад памяти». Мне бы очень хотелось туда попасть, и, наверное, и всем. И никакой коронавирус нам не страшен. Хадж-миссия 2020. Прием заявок начался. Мусульмане Ингушетии, желающие совершить паломничество, могут подавать документы. Задействованы 2 спецтехники. Ведется монтаж высоковольтной линии, подводится к трансформаторной подстанции. И в последующем будет обвязка трансформаторной подстанции. 220 вольт постоянно, без перебоев. В Яндре начали замену ветхих электросетей. Работы ведутся сразу на 9 улицах в районе новостроек. На телеканале «Ингушетия» время вечерних новостей. Здравствуйте. В России выздоровели первые 9 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. На сегодняшний день в стране отмечено 199 случаев заболевания. Такие данные приводит сайт stopcoronavirus.rf, запущенный правительством специально для информирования граждан. Тем временем в Ингушетии предпринимается комплекс мер, чтобы не допустить распространения инфекции. Сегодня в рейд вышли сотрудники Роспотребнадзора. Специалисты проверили общественные места. Подробности в сюжете. Оказавшись в таких местах, понимаешь, новый вирус на визиты в торговые центры не повлиял. И это несмотря на просьбу воздержаться от посещения мест массовых скоплений людей. Но Роспотребнадзор принимает меры. По всей стране объявлена тотальная дезинфекция. Торговые центры, ресторанные дворики, продуктовые магазины, общественный транспорт необходимо обрабатывать хлоросодержащими средствами, но уже с большей частотой и интенсивностью. Но соблюдают ли организации торговли общепита предписанные меры? Роспотребнадзор уже начал рейдовые мероприятия. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям просты. Протирать полы, стекла, ручки дверей и поручни дезсредствами. Какие вообще меры вы принимаете в связи с коронавирусной инфекцией? Как вы часто обрабатываете ваши помещения, поверхности? Хлоросодержащими средствами магазины уже вооружились. Особенно важно протирать ручки дверей, холодильников, стойки кассы. Наш техперсонал, наши работники, мы все подошли к этому ответственно и серьезно. По несколько раз в день проводим дезинфекцию магазина, полочки протираем, пол, стекла, входные двери, особенно ручки. После посещения нашего магазина большим количеством людей мы начинаем снова проводить обработку, дезинфицировать. Я его растворяю. 1 таблетку на литр воды, 3 таблетки на 3 литра воды. Я использую это для пола. Только требования Роспотребнадзора не ограничиваются влажной уборкой и дезинфекцией помещений. Меры предосторожности должны соблюдать и сами работники. Теперь их униформа обязательно должна быть дополнена защитными масками и перчатками. В полной экипировке надзорные органы, правда, никого не застали, ни кассиров, ни консультантов. Мы в курсе, но, к сожалению, мы не находим эти маски. А почему работники магазина не в масках? Масок же нету, вы же знаете, наверное. У работников торговых точек те же вопросы, что и у других жителей. Где приобрести эту маску? Сотрудники Роспотребнадзора советуют делать защиту самостоятельно из подручных средств, так как органы дыхания все-таки важно защищать. Вы можете сами марлевые повязки, 7 слоев марли, вручную их пошивать. Их можно потом застирывать и гладить высокой температурой. Эти маски тоже пригодны. Также у работников еще одно обязательство – регулярно мыть руки мылом. Эта мера гигиены без внимания сотрудников в погонах тоже не осталась. Руки обрабатываются постоянно. Да, у нас вот даже стоит, у нас жидкое мыло стоит. У нас умывальники, у нас горячая вода. Холодная, горячая, да, кипяток. Как часто вы моете руки?
постоянно, можно сказать. Постоянно. Это через сколько? Я, например, каждые 15 минут, по-моему. Посещаемость торговых центров все так же остается высокой. Здесь, как известно, большое разнообразие операторов торговли, развлекательные площадки, кафешки. Правила дезинфекции санитарные врачи разъясняют и для руководства заведения. Только вот за борьбу с распространением вируса ответственна не только администрация центра. Владельцы магазинов тоже должны иметь в наличии спиртосодержащие салфетки, обрабатывать столы, стойки касс и защищаться масками. Администраторы, в свою очередь, обещают заняться этим вопросом всерьез и уведомить всех работников на объекте. Мы обработку делаем, хотя раньше мы это не так чаще делали, а сейчас день 3-4, даже 5 раз мы столы протираем, вот эскалаторы чистим, лифты проводим обработку. И вот до каждого уже мы донесли, чтобы они руки мыли. Вот. Усиленный режим дезинфекции ввели и для заведений общепита. В период высокой заболеваемости населения в стране такие меры особенно важно соблюдать. Только вот без нарушений не обошлось и здесь. У персонала некоторых торговых точек нет защитных масок и перчаток, а у этого работника не оказалось ни дезинфицирующих средств, ни спиртосодержащих салфеток. Влажные салфетки есть? Дезинфицирующие? Какие приобретите? Или антисептик для рук? А перчатки почему вы не носите? Перчатки есть у нас, все Вы работают. сейчас не в перчатках. Я на кассе, я работаю с деньгами, это обязательно. Да? Без проблем, я просто не знала. Соблюдение санитарных норм коснулось и кинотеатров. Администраторы признаются о том, что меры безопасности усилились, даже не знали. Хлорные таблетки вам необходимо приобрести и ими проводить постоянную обработку, не менее 2 раз в день. Именно хлорными средствами. И поверхности все обрабатывать, и спинки, все стулья в кинозале необходимо все время обрабатывать. Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции Роспотребнадзор советует соблюдать и жителям региона. Также использовать защитные маски, мыть почаще руки, дезинфицировать гаджеты, не контактировать с тем, кто чихает, кашляет. Люди признаются, что стали более внимательно относиться к гигиене. Однако многие требовательны не только к себе, но и к торговцам. Не соблюдать правила дезинфекции в такой период считают недопустимым. Я в маске хожу и так. Я до того это придерживаюсь. Как так не обрабатывать? Как так можно? Вообще без масок как можно в магазине работать? Совершать покупки, ходить за продуктами питания люди все-таки вынуждены. Продавцы продуктовых магазинов одежды признаются, частота посещаемости не изменилась. Что не скажешь о местах общественного питания и кинотеатрах. Здесь поток клиентов за последнюю неделю резко сократился. Реже? Как давно? Эти 2-3 дня. 2-3 дня людей меньше, да? А бывает такое, что практически пустые залы? Да, бывает. Бывает. Именно вот сегодняшнего дня, можно сказать, даже буквально до обеда вообще никаких каких-либо посетителей. В рамках рейда сотрудники Роспотребнадзора раздают работникам торговых точек памятки с правилами защиты от вирусных заболеваний. Некоторые развешивают их незамедлительно, там, где точно не останутся незамеченными посетителями. Такие мероприятия надзорные органы будут проводить, пока ситуация с новым коронавирусом не урегулируется. Нарушение этих требований, несоблюдение именно дезрежима в связи с коронавирусной инфекцией будет наказываться по статье несоблюдения санитарных требований, предъявляемых к местам общественного питания. Будет составлены административные материалы в связи с выявленными нарушениями. Также будут выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Санитарные врачи рекомендуют торговым центрам не рисковать своей репутацией и не пренебрегать мерами профилактики. Также делятся в том, что люди будут посещать общественные места, ездить в транспорте, ходить за продуктами в магазины, нет сомнений. Но советуют быть осторожными и соблюдать правила защиты от заражения. Диана Дударова, Майрбек Межоев, Новости 24. Пожилые люди находятся в особой группе риска. Общероссийский народный фронт объединил республиканские НКО и волонтерские центры для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам в период карантина и распространения коронавирусной инфекции. Пожилые жители региона могут оставлять заявки на оказание помощи в приобретении продуктов, лекарств, корма для домашних животных и помощь по дому по телефону горячей линии ОНФ, который вы видите на экране. Это позволит избежать посещения мест массового скопления людей, тем самым не подвергать свое здоровье риску.
Оказываться одиноким людям 65+ возраст и маломобильным. Значит, помощь будет заключаться в том, что будут выезжать при необходимости, заявки будут прорабатываться и будут выезжать, оказывать помощь в приобретении потребительской корзины, допустим, продукты приобрести, медикаменты какие-то приобрести, может помощь по дому оказать. Если есть там домашние животные, такие как кошки, да, вот у нас в основном идет, если, может быть, им корм приобрести нужно будет. Поступающие обращения будут обрабатывать добровольцы волонтерских движений, волонтеры-медики и волонтеры Конституции, а после выезжать поадресно. Для безопасности активисты не будут заходить в дома, они будут в специальных костюмах, медицинских масках и перчатках. Волонтерами нашего штаба являются волонтеры-медики, это студенты из числа медицинского вуза, также есть и студенты других факультетов, которые тоже совместно с нами будут эту работу проводить. Я считаю, что на данный момент самое важное – это оказать помощь именно пожилым людям, потому что они более слабые, у них имеются свои хронические заболевания, и в связи с этим мы, как с новыми силами, молодежь должна им помогать. И я надеюсь, что мы все сможем им помочь, и в нашем народе, то есть в нашей республике, не будет этого заболевания, и нас это не коснется. Китайский коронавирус с размахом шагает по всему миру, охватывая новые территории. В Ингушетии на сегодняшний день не выявлено ни одного случая заражения, поэтому повода для паники нет. Главное – соблюдать меры гигиены. О том, как сохранить внутреннее спокойствие, делится психолог. Сложившаяся ситуация с коронавирусом показывает, что, к сожалению, людьми сейчас очень сильно управляет страх. Вообще страх – это хорошая, нормальная реакция, эволюционно заложенная в человеке как механизм выживания. То есть бояться – это нормально, бояться не стыдно, не боятся ничего только мертвые. Но на самом деле проблема-то не в страхе, а в том, что он часто перерастает в панику. А вот паника – это уже вещь опасная. И как по своим последствиям, в силу того, что она очень мощный заражающий эффект имеет. Стоит кому-то запаниковать в толпе, и этот эффект как пожар распространяется. А толпа, как мы знаем, не имеет разума, не осознает последствий своих действий и может действовать поистине разрушительно. Поэтому вот очень хотелось бы призвать людей, во-первых, признать, что страх есть, осознать, что это нормальная реакция, потому что мы чаще всего боимся даже не за себя, а за своих близких. Летчицы, ставшие легендой. Малгобекская оборонительная операция вписала немало ярчайших страниц в героическую военную историю нашей страны. Одна из них связана с ночными ведьмами. Именно так прозвали фашисты вчерашних школьниц и студенток 17-20 лет. Девушки, служившие в авиационном подразделении, наводили ужас на вражеские войска. Полк, сформированный советской летчицей Мариной Росковой, принимал участие в обороне Малгобека. Об отважных защитницах Родины. Сюжет Тамары Хашагульговой. Раскова Марина, основатель вот этого женского полка. Она была под ее личным руководством, этот полк был сформирован. До октября 1941 года военная история не знала ни одного авиационного полка, состоящего целиком из женщин. Их набирали со всего Союза. Несколько месяцев усиленных тренировок, и вот уже в мае 42-го 115 девчонок, младшие из которых не было и 18, отправили свои первые боевые вылеты. Сначала были сражения на Дону, а уже осенью им предстояло одно из ключевых сражений – битва за Кавказ. Они воевали с сентября 1942 года и до окончания Малгобекской оборонительной операции, до 3 января 1943 года, 4 месяца они воевали здесь, они дислоцировались здесь, у них база была в Невстеровке, база еще одна была в Троицком и в Слепцовске, кажется. Вот 3 базы у них были, они оттуда уже прилетали сюда, сбрасывали бомбы и улетали обратно. Очень быстро женский авиационный полк стали ставить в пример мужчинам-авиаторам, ведь по количеству боевых вылетов они могли обогнать кого угодно. В одном полку насчитывалось порядка 23 героев Советского Союза. Немцы вообще называли их ночными ведьмами. За каждую сбитую ведьму солдат получал крест, но подбить ночью тихоходный кукурузник было трудно даже асам Люфтваффе. Они выключали моторы,
девочки выключали моторы перед тем, как сбросить бомбы. Близко уже подлетали к цели, сбрасывали свой весь бомбовый груз, включали обратно моторы и улетали. И вот когда вот самолет с выключенным мотором, когда он летит на цель, вот этот шум ветра, который создают вот под крыльями, вот ветер бьется, создается вот этот шум, он был похож на шелест такой метлы, поэтому их называли ночными ведьмами. Абсолютно не предназначенные для войны самолеты У-2 и ПО-2, но девушки умудрялись совершить на них до 8-9 вылетов, а зимой и того больше. Это при том, что в кукурузниках не было даже бомболюков, как у истребителей. До 3 тонн металла, начиненного взрывчаткой. Именно столько в общей сложности умудрялась подвесить одна летчица за ночь. Сербова Ирина, она рекордсмен по вылетам. Больше всех вылетов было у нее. У нее 1004 ночных вылета. То есть просто даже вот представить себе 1004 ночных вылета. Это когда по тебе вот работают зенитки, каждый день обстреливают тебя. И 1004 раза вылететь с этим бомбовым грузом, чтобы скинуть и обратно вернуться. То есть рекордсмен. За 4 года ожесточенных боев 46-й гвардейский женский Таманский полк потерял около 30 человек. О каждой летчице известно доподлинно, где и как она похоронена. В этом полку нет ни одного без вести пропавшего. То есть все летчицы, несмотря на то, что они гибли, падали далеко за линией фронта, но тем не менее на сегодняшний день известно каждая, как из них умерла, где похоронена, потому что в 1946 году комиссар этого полка, она на деньги, собранные вот всем полком, она объездила все места, все боевые места, где гибли летчицы, находила могилы каждой летчицы. У войны не женское лицо, но, видимо, это не про Великую Отечественную. Женщины гибли не чаще и не реже мужчин, которые, как ни старались, но не могли помешать тому, чтобы хрупкие девушки сжимали приклад винтовки или штурвал самолета. Тамара Хшагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24. В год 75-летия Великой Победы Минприроды России, Всероссийское добровольческое движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы реализуют международную акцию «Сад памяти», целью которой является увековечение героического подвига каждого погибшего участника Великой Отечественной войны. Все желающие имеют возможность посадить деревья в память о тысячах уроженцев Ингушетии, не вернувшихся домой с фронта. В Сунжинском районе акция стартует 21 марта. Высадки пройдут в селе Нестеровское, во дворе детского сада 3 и 4 школ и в ГУПе Нестеровское. В селе Бердюрт саженцы высадят в переулке Аллейный и вокруг новой спортивной площадки. К 75-летию победы в Великой Отечественной войны ветеранам полагаются единовременные выплаты в символичном размере 75 тысяч рублей. Такой указ подписал президент Владимир Путин. Выпущена и специальная юбилейная медаль. Именно их вручили ингушским тыловикам Саварбеку Газикову и Мухарбеку Кадзоеву из Кантышева. Почетную миссию взяли на себя сотрудники районной и сельской администрации. Тыловиков поздравила и Дана Плиева. Юбилейная медаль к 75-летию Великой Победы и корзина фруктов для Саварбека Газикова стала приятной неожиданностью. 90-летний ветеран-тыловик всю жизнь проработал на благо своей страны и родины. Я очень рад, что мне оказали такое внимание. Пусть Всевышний будет доволен вами, как я. Всю жизнь я трудился землекопом, кормил семью, работая во благо себе и другим. Сейчас с супругой Суаду дедушка Мина живет окруженный заботой и уютом, который дарит 11 детей и более 30 внуков. Но часто вспоминает прожитые годы, а еще ту непростую жизнь во время депортации. Рассказывая о них, на глазах невольно наворачиваются слезы. Наш ингушский народ сделан из стали. В трудные времена ингуши всегда поступали как настоящие мужчины. Помогали в трудную минуту чужим семьям. Без внимания никого не оставляли. Каждый день проверяли, кому требуется помощь. Все помню, как сегодня.
Та же жизнь, полная заботы и испытаний у Махрабека Кадзоева. Оказанному вниманию сотрудников Кантышевской и Назранской районной администрации ветеран тыла рад не менее. 89 лет, отданные труду, семье, народу, стране, символизирует медаль в красной коробочке. Трудился агрономом, воспитал 8 детей и нянчит 15 внуков. До депортации, будучи 11-летним мальчиком, помогал строить взводы советской армии в Серноводске. Мы работали там неделю, подносили камни. Я был самым юным, который там работал. На лошадях и повозках подвозили камни, песок. Позже мы вернулись домой. Ветераны у нас есть, мы их поздравим. И пожелаем им большего здоровья и благ от администрации района, села, и лично от себя. Ну а к 9 мая сотрудники администрации намерены не только снова навестить героев нашего сюжета, но и других ветеранов и пожелать им самого главного – крепкого здоровья. Дана Плиева, Магомед Даскиев, Новости 24. Мусульмане Ингушетии, как и верующие по всему миру, готовятся исполнить один из обязательных столпов ислама – паломничество в Саудовскую Аравию. Желающим совершить хадж в этом году самое время собирать необходимые документы. Прием заявок начался. Будут организованы чартерные рейсы из аэропорта Магаз в Медину. Сколько мест выделено для региона, стоимость поездки и куда обратиться будущим хаджи, расскажет наш корреспондент. Зине Богатыревой 52 года, однако посетить священные для мусульман места она собирается впервые. Правда, мечта эта преследовала ее всю жизнь. Как истинно верующая, она соблюдает 4 столпа ислама. А в этом году у нее получится совершить и 5-й фарз. До этого момента исполнить самое заветное желание не получалось из-за финансовых трудностей. Эта проблема преследовала ее еще пару месяцев назад, но усердные молитвы были услышаны, и мечта стала реальной. Я боялась, что вообще хадж не состоится, но надеюсь, этого не будет. И это состоится, потому что мне бы очень хотелось туда попасть. И, наверное, и всем. И никакой коронавирус нам не страшен. Новости о новой эпидемии вируса и угрозы закрытия Каабы и отмены паломничества в этом году расстроили многих. Для миллионов верующих по всему миру, планировавших посетить святые места, это была удручающая сенсация. Саудовская Аравия на данный момент находится на карантине, и попасть туда пока нельзя. Но власти страны надеются на урегулирование ситуации и уже выдали странам и регионам квоты на посещение Каабы и Медины. Пик пандемии, наверное, вот как все говорят, будет где-то в середине апреля и где-то в начале мая будет уже полный спад. И мы вот тоже вот надеемся на это, и как и все люди, ждем начала мая, как говорится. $3600. Именно столько стоит поездка из Ингушетии в хадж. Сумма внушительная, но паломничество – крайне важный ритуал для мусульман. Также компания Медина, которая предоставляет свои услуги, вывела в прайс новый класс поездки, который будет стоить уже дешевле. На данный момент у нас как бы утверждены 2 программы. Это программа «Эконом», то есть такой комбинированный рейс через Акабу или же через Дубай. И есть программа «Стандарт». По стоимости программа «Эконом» это где-то в эквиваленте $2800, а программа «Стандарт» это $3600. Особенность программы «Стандарт» это прямой рейс Магаз, Медина или же Магаз, Джидда. Загранпаспорт, 3 цветных фотографий 3×4, копия российского паспорта, справка о вакцине против менингита и дифтерии, плюс квитанция об оплате за поездку. Весь этот перечень документов необходим паломнику для регистрации на тур. Также ввели и новые правила. Паломник, желающий приобрести билет, может отдавать деньги постепенно, до закрытия набора. В общем, по стране посетить священные места смогут 25 500 человек. Это на 5000 паломников больше, чем в прошлом году. К слову, у региона квота на 1400 мест. Все они будут поделены по группам. Каждая группа имеет руководителя. И обычно у нас, как и, наверное, в предыдущие года, каждый борт будет иметь своего медицинского сотрудника, который будет как бы следить за состоянием здоровья наших паломников. Исходя из рекомендаций хадж-миссии, у нас как бы каждый год бывает несколько сотрудников, включенных в хадж-миссию, и они каждый год как бы пишут свои замечания, рекомендации и так далее. Вот на основании их замечаний и рекомендаций мы намерены в этом году внести некоторые коррективы
в поведении, там, в поездке, в совершении там, некоторых ритуалов и так далее, и так далее. Прием документов на хадж в регионе ведет организация «Медина». Для регистрации люди могут обратиться в офис, который находится по адресу проспект Базоркина, 57, или оставить заявку на сайте организации. Тамара Хашагульгова, Адам Гулоев, Магомед Белакиев, Новости 24. 4 многоквартирных дома планируется отремонтировать в этом году в Малгобеке. Согласно программе, капитальный ремонт проведут по 14 видам работ на сумму почти 2 миллиона рублей. Требующие ремонта дома находятся на улицах Алироева и Кожедуба. В планах фонда провести капремонт фундамента, систем теплоснабжения и отопления, канализации и водоотведения, холодного водоснабжения. Все работы проводятся за счет средств собственников помещений. На сегодняшний число подано больше 4000 заявлений в суд о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт на сумму более 48 миллионов рублей. Из них в пользу регионального оператора принято порядка 2500 судебных решений на сумму более 25 миллионов рублей. Низкое напряжение и частые отключения света для жителей Яндари останутся в прошлом. В селе начали замену ветхих электросетей. Работы ведутся сразу на 9 улицах в районе новостроек. Задействованы несколько бригад специалистов-электриков. О качестве и сроках проводимых работ сюжет Тамары Хашагульговой. Низкое напряжение в сети, частые перепады, да еще сюрпризы погоды, постоянно вносящие коррективы в быт сельчан. Жители улицы Хрущева с такими неудобствами жили не один год. Усман Ужахов поселился здесь еще в начале 60-х. Тогда это был маленький необжитый островок на окраине села, где не было никаких благ цивилизации, вспоминает он. Здесь никого не было. Деревянные эти стояли столбы в то время. Как упадет недели 1-2, значит, света нету. Мы лампы зажигаем, с лампами жили. Теперь же мучениям жителей Хрущева и еще 8 улиц района новостроек пришел конец. Работы по замене ветхих электросетей начали еще около месяца назад. Сейчас здесь задействованы 2 бригады электриков, по 3 человека в каждой, которые трудятся над тем, чтобы свет пришел в дом каждого. Задействованы 2 спецтехники. Ведется монтаж высоковольтной линии, подводится к трансформаторной подстанции, и в последующем будет обвязка трансформаторной подстанции. Мы его запустим на холостой ход, и дальше уже будут у нас работы по монтажу линии, будут вешаться новые СИП на опоры, и будет проводиться работа на 9 улицах новостройках после окончания работ по монтажу. На время ремонтных работ улицу Хрущева обесточили. Неудобства придется потерпеть еще несколько дней, но никто не унывает. Ведь мириться с ужасным светом, напряжение которого никогда не доходило до положенных 220 вольт, им приходилось не 10 лет. Свет очень даже было слабый был. Невозможно было даже детям, по соседству детьми, я вижу, что они не смогли даже уроки делать. Даже в школу они когда ходили, вообще свет по улицам еще не было. Сейчас мы надеемся, что будет свет. Решить проблему с электроэнергией местные жители пытались и собственными силами. Кто-то поставил деревянные столбы, кто-то купил и провел провода. Однако этого было недостаточно. Ненадежные опоры то и дело ломались, а сильные порывы ветра обрывали линии электропередач. Администрация тоже разводила руками. Денег на замену ветхих сетей в местном бюджете не хватало. Это отдаленное место. Сразу, чтобы проложить здесь коммуникации, чтобы сделать это было трудно. После обращения жителей новостроек сельского поселения Яндари мы договорились и с главой села, и с жителями, которые к нам обращались, о том, что они приобретут необходимые материалы. Мы со своей стороны предоставили им трансформатор мощностью 320 киловатт и взяли вот эти строительно-монтажные работы на себя. Получить качественную электроэнергию с напряжением 220 вольт, а значит снизить ее потери и навсегда забыть о проблемах со светом. Жители смогут уже через несколько дней. Энергетики обещают, что все будет сделано в лучшем виде. Ну а жители, в свою очередь, будут исправно платить за свет. Тамара Хашагульгова, Майрбек Миржоев, Новости 24. Завтра в 21:00 в эфире нашего телеканала смотрите информационную программу «Новости СКФО». Сейчас анонс главных тем выпуска.
специальный штемпель, которым производится гашение. На нем указана юбилейная дата 250 лет единения Ингушетии с Россией. 250 лет в составе России. Добровольное вхождение, верность, стабильность и преданность. Оттиск штемпеля и торжественное гашение символичных марок в Ингушетии. На третью неделю появилась на верхней губе кантик, который во время разговора закрывал десну, то есть я не могла разговаривать. Красота – страшная сила, обратные эффекты – проблемы со здоровьем. В некрасивую историю попали сразу несколько жительниц Ставрополя из-за горя косметолога. Закупочно, в каком-то процентном отношении из-за доллара социальные связи и напрямую. Но не с этой ситуацией. Нет, абсолютно нет. Корона-паника. Жители массово скупают продукты питания и средства гигиены. Сильнее вируса может быть только паническое настроение жителей. Зачем все это? При 36 тысячах посаженных растений на 1,5 гектара мы получаем 72 тысячи. Бейонсе впервые в Карачаево-Черкесии. Правда, речь пока не о певице, а о сорте баклажанов. В республике готовится собрать первый урожай баклажанов. Это вот такое общественное движение, которое призвано помочь семьям, детям в трудной жизненной ситуации. Традиции мужества и чести. В Махачкале прошел Северокавказский форум отцов. Активисты, волонтеры движения, представители власти и общественные деятели. Об этом и не только расскажут новости Северокавказского федерального округа. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.